Я просто хочу знать, например, почему христиане, буддисты или представители других религий, которые не являются мусульманами, почему вы, ребята, всегда нападаете на нас? Ты имеешь в виду, подожди, в Коране говорится, что неверующие евреи, христиане и идолопоклонники наихудшие из всех созданий. Глава 98, стих 6. В Коране говорится, могу я ответить на вопрос? Мухаммед сказал, что ты глупое создание. Могу я ответить на вопрос? Не надо говорить о Коране. Могу я ответить на твой вопрос? Потому что Мухаммед сказал, что ты глупа. Сахих аль-Бухари. Она ушла. Я не говорил, что женщины глупы. Это сказал Мухаммед. Поэтому, если вы, мусульмане, сердитесь на Мухаммеда. Ограниченный разум. У меня есть своя свобода слова, и я могу говорить. У вас нет свободы слова. Согласно вашему Корану, вы опа и являетесь собственностью мужчины, если вы замужем. Или пока вы не замужем, вы являетесь собственностью вашего отца. Вы замужем? Да, я замужем. И ваш муж разрешает вам говорить? Да, Вау, он хороший мусульманин. мы хорошие мусульмане. Он позволяет вам говорить? Не вам решать, хорошие мы мусульмане или нет. Нет, потому что пока ваш муж не разрешит вам, вы ничего не сможете сделать. Это записано в вашем Коране и Сунне. Итак, он разрешил вам говорить в прямом эфире? Разрешил? Он знает, что вы это делаете? Разрешил говорить? Что вы имеете в виду? Обращаться к ним мусульманам. Я хочу задать вам несколько вопросов. Что ж, тебе придется сначала ответить на вопросы о твоем пророке. Открой 4 главу, стих 24. Почему тебя зовут Ибн Таймия, если ты женщина? Потому что я его поклонница. Поэтому ты говоришь себе, подожди, прежде чем читать, подожди, будь терпеливей. Ты знаешь, что ты ора, поэтому тебе нужно быть терпеливой. Извините, но это говорится в Библии. Ну вот видишь, будешь говорить, я поставлю в неловкое положение твоего пророка. Будь добрее. А теперь прочти 4.24. И замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы. Объясни это мне. Нет, мои ученики Ибн Касир может объяснить. Ладно, прекрасно. Процитируй Ибн Касира, потому что он опозорит твоего пророка. И замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы. Этот аят означает, что запрещено жениться на женщинах, которые уже замужем, за исключением тех, кто... За исключением. Ах, вот тебе. За исключением кого? Закончи Ибн Касира. Не бойся, потому что я тоже открыл его. Да, так здесь написано. Если только ими не овладели ваши десницы. Твой Ибн Касир только что сказал, что замужние женщины запретны, за исключением замужних женщин, которые взяты в плен, даже если их мужья живы. Извращенцы вроде твоего отца могут спать с ними. Ты согласишься, если бы ты жила во времена твоего пророка, если бы пророк напал на вашу деревню и взял в плен твою мать, и твой отец еще жив, а также тебя, и твой муж еще жив? Ты согласна с тем, что твой Бог позволил им переспать с вами, а затем продать вас? Тебя это устраивает? Да или нет? Да, Скажи это еще раз. Я хочу, чтобы люди услышали, насколько вы больные. да. То есть ты признаешь это?